истории полков. В революционной России это был очень такой развитый жанр. Каждый полк имел свою историю, старался иметь свою историю, описали, и ну кого-то помещали, награжденных. И вот среди награжденных мы находим татарские фамилии, и понятно, что никого другого, никакой другой мусульманский народ не призывался, не подвергался рекрутской повинности. Если мы видим там нижнего чина, награжденного знаком отличия военного ордена Святого Георгия или Георгиевский крест, да, как его позже начнут называть, то понятно, что перед нами, собственно говоря, татарин. Кроме солдат, мы видим, что были и офицеры. Они были немногочисленные, их было не так много, потому что только еще в конце XVIII века Екатерина II указами 80-х годов XVIII века позволяет, во-первых, принимать татарских мурс в офицерскую службу, присваивая им чины не выше премьер-майора, и возрождая татарское дворянство.